Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. 26 августа в Абхазии – День международного признания республики. 7 лет назад, 26 августа 2008 года, Россия признала независимость и государственный суверенитет Республики Абхазия. Этот день стал поворотным в новейшей истории Абхазии. Сбылась мечта многих поколений. Народ Абхазии ценой огромных усилий добился признания своего права на свободную жизнь и независимое развитие. 7 лет назад с восторженностью и поистине всенародным ликованием встретили жители Абхазии весть о том, что Россия признала независимость нашей страны. Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, Декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинским заключительным актом СБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил народ Абхазии с Днем международного признания Республики Абхазия. Признание обеспечило ускоренное развитие Абхазии при поддержке и содействии Российской Федерации. Многое было сделано для налаживания полноформатных абхазо-российских отношений. По сей день активно развивается договорно-правовая база абхазо-российского сотрудничества, ширятся экономические и гуманитарные связи, углубляется взаимодействие в области обороны и безопасности. После заключения договора о союзничестве и стратегическом партнерстве абхазо-российские отношения вышли на качественно новый уровень, что в полной мере отвечает интересам народов Абхазии и России. Сегодня перед нами стоит задача ускоренного социально-экономического развития, всемирного укрепления государственных институтов, модернизации всех сфер общества. Необходимо в течение нескольких лет выйти на приемлемый уровень самофинансирования, укреплять оборону и безопасность, добиться утверждения важнейшего принципа верховенства закона. Это необходимо и для того, чтобы Республика Абхазия могла выступать в качестве полноценного и ответственного союзника России в международной политике, а также с большим основанием претендовать на признание других стран. Уверен, что усилия нашего государства, наши общие усилия, поддержанные Российской Федерацией, приведут к важным и значимым для граждан Абхазии результатам, отмечается в частности в поздравлении президента. Рауль Хаджимба поздравил президента Республики Южная Осетия Леонида Тибилова по случаю Дня международного признания Южной Осетии. Международно признанная и суверенная Республика Южная Осетия демонстрирует пример динамично развивающегося, миролюбивого и демократического государства, создающего условия для стабильного и безопасного будущего своих граждан, отмечается в частности в поздравлении президента. По всей стране прошли мероприятия, посвященные Дню международного признания Абхазии. Начались они традиционно с возложения цветов в парке боевой славы к мемориалу погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Сюда пришли матери воинов, сложивших головы на полях сражений, ветераны войны. Цветы и венки к мемориалу славы возложили президент и все руководство страны. Масштабное событие исторической важности для народа Абхазии произошло 7 лет назад. Республика добилась международного признания. 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указы о признании независимости Республики Абхазия и Южной Осетии. Благодаря решению руководства Российской Федерации удалось достичь цели, которой наш народ шел на протяжении многих десятилетий. Шхала, гачала, ярбан дгил чачуари тулач, шалай квабам. Сарасапсад ел-яхидзу апсна, и сирдзам ирахидз, уяжу вахопшир хтохталы шана, юанахой, апсыз нуа тула. Зтула мырдзква ячизга затра, изырштыз, изырлашыз насыпла, хаштра рыкумахан, дарахцейтша фархатша, ейк взархаз хапсан было. Наша задача сегодняшнего дня превратиться в экономически состоятельное государство. Для этого есть все условия, просто нужно задаться целью, выработать стратегию
на все, к сожалению, нужно время. Для каждой матери День признания независимости Абхазии – это не просто праздник, а день, ради которого боролись и сложили свои жизни их дети. Мой сын прожил очень короткую жизнь, но умер достойно, ушел из этой жизни достойно. И я горжусь им, что он внес частичку того, что сейчас происходит в Абхазии. И вот уже сегодня Абхазия продолжает жить и будет жить. И я рада, что рождаются новые люди, дети растут, не зная войны, только мирные дни. Мне хочется, чтобы это независимое признание продолжалось долгие годы, и чтобы эту победу мы могли действительно нести с гордостью. Сегодня и вот вообще, заходя в парк славы, смотришь на людей и радуешься, что люди не забывают, кем принесена эта победа. Я бы хотела, чтобы на нашей земле, вот на этой маленькой земле и на большом нашем полушарии был только мир. Не было больше войн, и матери не хоронили своих детей. У истоков нашей независимости стояли видные деятели национального освободительного движения, выдающимся политическим деятелем Абхазии, настоящим лидером нации, приведшим народ к независимости, стал именно Владислав Григорьевич Ардземба. Память первого президента почтили сегодня у его могилы в селе Ишера. Владислав Григорьевич Ардземба отмечал, что рано или поздно Россия признает Абхазию. И он подчеркнул, что не какие-либо политические круги признают, а руководители России, новые руководители России признают нашу независимость. Церемония возложения продолжилась у могилы второго президента Абхазии Сергея Багапш в селе Чгярда. Именно с именем Сергея Васильевича связано международное признание независимости нашей республики. Сегодня люди, вспоминая День признания независимости Абхазии, говорят о том, каким он был долгожданным. По признанию летчика Сергея Подплугина, для военных людей все, что связано с этим днем и с Абхазией, всегда ассоциируется только с хорошим. 26 августа, это особенный день. Мы много к этому не ушли. И, наконец, нас признала Россия. Это самое главное, что признали нас. В душе просто спокойно было, что мы наконец к чему-то пришли и достигли чего-то. День 26 августа для народа Абхазии всегда будет значимым днем. Днем, когда восторжествовала историческая справедливость. И для нашей страны началась новая эпоха международно признанного государства. Рената Шакая, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В рамках культурного сезона «Россия-Абхазия-2015» в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба прошел концерт камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема. В числе гостей вечера президент Абхазии Рауль Хаджимба. В торжественной обстановке в зал были внесены государственные флаги Республики Абхазия и Российской Федерации. Минутой молчания почтили память президентов Абхазии Владислава Ардземба и Сергея Багапш. В этот праздничный вечер были засчитаны поздравительные адреса от руководителей братских республик. Оркестр имени Олега Лундстрема – один из самых знаменитых биг-бендов в мире. Камерный оркестр не первый раз выступает перед абхазским зрителем. По словам художественного руководителя оркестра Бориса Фрумкина, их первый концерт в Абхазии состоялся в 2010 году. Это праздник не только для Абхазии, для России тоже большой праздник. Для многих из нас лучшие годы и лучшие воспоминания нашей жизни связаны с Абхазией. Потому что это богоданный кусок земли, и отдых здесь запоминается на всю жизнь. Я, например, в Пицунде отдыхал в течение 10 лет, с 76 по 85 год. И эти годы останутся в памяти. Во-первых, я был юн, я был молод. Море, солнце, прекрасные люди. И должен сказать, что и культурная жизнь Абхазии очень интересна. У вас замечательные представители есть, но на память приходит сразу Хибла Герцмава. И я хочу сказать, что и в то время, и тогда я вспоминаю, что Геннадий Рождественский проводил в храме, в Пицунском храме проводил свой фестиваль летний.
Мне очень приятно, что и сейчас эти традиции сохраняются. Вот Хибла, я знаю, проводит здесь замечательные свои концерты и фестивали, и привозит замечательных людей, замечательных исполнителей. В общем, это праздничный день, и праздник заслуженный и вашей страной, и нам очень приятно в этот день быть вместе с вами. Мероприятия по празднованию Дня международного признания независимости Республики Абхазия в столице с 6 вечера переместились на набережную Диаскуров. Комитет по вопросам молодежи и спорта администрации города Сухум организовал под открытым небом спортивные выступления и различные развлекательные площадки. С 6 вечера площадки для детей на набережной Диаскуров, аквагрим, раскрашивание гипсовых фигурок, рисование красками и многое другое было организовано для всех желающих. Мероприятие подготовил Комитет по делам молодежи и спорту администрации столицы. Сегодня у нас несколько таких программ будет, в основном наклон спортивный. У нас будет ринг, в ринге будут работать боксеры, кикбоксеры, шахматы у нас будут, домино, шашки. И вот различные такие мероприятия. Жим лежа, скамья у нас будет, задействовано будут несколько видов направлений с наших секций, с наших школ. Это популяризация здорового образа жизни. И мы решили акцентировать в этом направлении работу. В народных гуляниях на набережной приняли участие не только горожане, но и гости столицы. Отдыхаем, смотрим, радуемся с вашей страной вместе. Сын играет в теннис, слушаем музыку, ходим, отдыхаем, дышим воздухом. Радуемся, конечно, вместе с абхазским народом за их такой праздник, что они добились независимости такой ценой. Народ очень доброжелательный. Дай Бог им счастья, здоровья, процветания, чтобы у них было все хорошо на этой земле, и чтобы им Бог помогал, их Бог всегда поддерживал. В показательных выступлениях продемонстрировали свои способности юные воспитанники столичных спортивных секций по боксу, карате, кикбоксингу, шахматам, домино и шашкам. Я сегодня пришел на праздник День независимости. Я боксер, хочу показать и свою силу и красоту бокса. Я пожелаю мирного неба всем. Чтобы все было у нас хорошо, прекрасно. У нас все есть. Мы должны это сберечь. Чем больше мероприятий, тем лучше для нашей молодежи. Я с внуками пришла, он убежал бокс смотреть. Пойду я тоже. Развлекательная программа на набережной Диаскуров завершилась просмотром фильма «Время счастливых находок» по мотивам произведений Фазиля Искандера. Нала Мукбабислан Джинджолия, Абхазское телевидение. На радость зрителям на набережной Махаджиров у колоннады расположился источник живой музыки. В исполнении квартета классических инструментов для слушателей звучит классика, джаз и эстрадная музыка. Выступил и детский эстрадный ансамбль «Каданс». Его участники, учащиеся первой Сухумской музыкальной школы. Все замечательные ребята. Создали группу мы год назад. Создал мой отец. Играем, развиваемся, даем концерты. Хорошо получается. Публика любит. У нас разный репертуар. Битлз есть русские исполнители, рок-н-ролл. На ваш вкус. Мы регулярно выступаем на набережной. В летнее время это у нас такая традиция есть. Уже несколько лет мы проводим концерты. Иногда бывают разовые, иногда бывают даже серии концертов на берегу. То есть для отдыхающих, для гостей столицы, для жителей. В определенные дни мы выходим и вечером, вечернее основное время дарим им свою музыку. Людям нравится. У нас есть даже постоянные зрители, приходящие, которые через несколько лет нас узнают, приходят. Каданс оказался в числе лучших исполнителей участников первого международного фестиваля современного искусства и творчества «Гюэнос», завершившегося в Очимчире накануне гала-концерта. Своей цели выявления молодых и талантливых он добился. Организатор фестиваля – отдел молодежи и спорта администрации района, общественная организация «Молодежный центр Гюэнос» при поддержке правительства страны.
Жюри фестиваля перед открытием гала-концерта встретились с журналистами, рассказали о том, как прошли 3 дня творчества, выступления танцевальных коллективов и вокалистов, показ модельеров, выставки работ художников. Одним словом, они были насыщены событиями и полны эмоций. Нам хотелось бы очень, чтобы приняли участие еще более извне. Нам интересно увидеть певцов, которые приедут к нам. Мы наших хорошо знаем. Такое пожелание будет у меня к оргкомитету, чтобы на будущий год, чтобы наши имели возможность поучиться у других, побольше пригласить извне. Фестиваль был пропитан особым духом праздника. Он посвящен Дню признания независимости республики. Именно поэтому, как об особенно приятном факте, организаторы мероприятия говорят об участии в нем различных коллективов. Это танцевальные и вокальные коллективы из городов России, Турции и Южной Осетии. Организация проведения данного фестиваля – это верный старт к сплочению молодежи разных национальностей. Это обмен опытом, знакомство с культурой. Также мы считаем, что фестиваль прошел на очень хорошем уровне. По словам членов жюри, сделать выбор, назвать лучших из лучших было весьма непросто. Многие заслужили звание победителя. Это говорит о наивысшей степени творческого потенциала молодого поколения. Специальным гостем фестиваля стал российский модный обозреватель, уроженец Ачамчира Леван Тодо. В качестве независимого эксперта он оценивал работы юных дизайнеров. Руководитель молодежного центра Гюэнас Даур Цвижба адресовал слова благодарности тем, кто поддержал в организации фестиваля. Ведь миссия ее важна – формирование мировоззрения, нравственности, духовной культуры молодежи, укрепление связи и объединение молодежи разных стран, пропаганда культуры Абхазии. Огромное спасибо всем тем, кто нас поддержал в проведении этого фестиваля. Надеемся, что в будущем у нас будет с Божьей помощью еще больше будет гостей в Абхазии. Юный исполнитель Беслан Сымсым – один из конкурсантов, который выступил с песней «Синяя вечность» из репертуара Муслима Магомаева. Будет ли он в числе победителей, пока еще не знает, но убежден в том, что международный фестиваль стимулирует талантливую молодежь к дальнейшему развитию. Познакомился со многими людьми, познакомился с гостями из Курска. Великолепные певцы, очень нравится, как поют. И вообще сам фестиваль очень мне нравится. Все организовано, все хорошо, на высшем уровне. Конечно же, фестиваль выполнил и другую, такую же важную миссию. За эти дни его участники обрели новые дружеские связи, а благодаря экскурсиям в рамках фестиваля увидели живописные уголки Абхазии. Мы посетили филармонию города Сухума, мы там выступали. Очень красиво, очень понравилось. Мы были во многих городах, Гала, да, называется. Вот сегодня были там, вот в Ачамчире вчера, сегодня в Новом Афоне были, много где были, очень все интересно, красиво, так вот в России. Так. Перед многочисленной публикой со сцены предстали участники фестиваля. Ведущие озвучили имена лучших из лучших и вручили им специальные призы. Дипломов удостоились все участники. Так, победителем среди танцевальных коллективов стал ансамбль народного танца «Абжиуа», современный танцевальный ансамбль «Коданс». Среди певцов титул лучшего завоевал Беслан Сымсым. Работы юных модельеров Мадины Чамба и Камы Кочипа были признаны лучшими. А среди художников отличилась Амра Чичба. Первый ежегодный международный фестиваль, как признали его участники и организаторы, оказался успешным. Асида Малия, Беслан Джанджал, Абхазское телевидение. В День независимости Абхазии масштабный конкурс-фестиваль детского и молодежного творчества «Ветер перемен» провел гала-концерт. На сцене Русского театра драмы выступили победители, призеры конкурсов. Об итогах фестиваля репортаж Нисвы Аршпа. Международный конкурс-фестиваль детского и молодежного творчества «Ветер перемен» проходил в Сухуме с 19 по 25 августа. Перед взыскательным жюри выступили около 53 юных артистов. Народные музыкальные инструменты, хореография и, конечно же, вокал. Конкурс получился настолько разнообразным, что жюри пришлось потратить немало времени для отбора лучших. Организация конкурсов и фестивалей «Ветер перемен» занимается развитием социальных проектов, направленных на поддержку одаренных детей. О том, как разглядеть настоящий талант, рассказала одна из организаторов мероприятия Светлана Кушик. Прежде всего, я хочу поздравить Республику Абхазию с таким потрясающим праздником, как признание независимости вашей республики. Республика Абхазия – это страна души. И очень здорово, что здесь мы увидели такой кладезь талантов. И очень хотели бы продолжать здесь помогать
и способствовать развитию таких талантливых людей, которые есть и живут на территории вашей страны. Фестиваль прошел при поддержке Государственного комитета Абхазии по молодежной политике, Комитета по культуре Курской области и Управления культуры Белгорода. В номинации «Народные инструменты» гран-при удостоился ансамбль «Ачарпон» из села Фап. Эмоций много, но хотелось бы сказать огромное спасибо всем тем, которые проводят такие мероприятия, такие конкурсы, фестивали помогают нам, коллективам и детям, стимулируют нас. Хотелось бы, конечно, больше конкуренции. Это способствует нашему тоже становлению, помогает нашему дальнейшему развитию, профессионализму. В плане того, что мы там звезды с неба срываем, но хотелось бы, конечно, чтобы было побольше коллективов, именно касаясь нашей темы, именно народных инструментов. Организаторы конкурса считают своей основной задачей выявление одаренных и талантливых детей в Абхазии. Самой главной наградой для них стали гран-при и возможность обучаться на бесплатной основе в высших музыкальных школах искусств России. Нисфа Аршбаков-Кущан, Абхазское телевидение. В Сухуме собрался Совет безопасности республики под председательством президента. Был заслушан доклад министра внутренних дел Беслана Хагба о ходе расследования ограбления Гагарского отделения Сбербанка Абхазии. Рауль Хаджимба поручил правоохранительным органам усилить координацию в целях скорейшего раскрытия преступления. Президент также поручил провести профилактические мероприятия, направленные на пресечение незаконного ношения огнестрельного оружия. Контроль над ходом проводимых мероприятий возложен на секретаря Совета безопасности Мухаммада Килба. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.